Сялям! В эфире «Красивый башкирский», яғни матур башкирт тілі. Продолжаем говорить о темах, которые жизненно необходимы для разговорного уровня башкирского языка. На прошлом занятии мы выучили части тела человека. Сейчас мы научимся описывать то, как человек выглядит. Напоминаю, что самый активный телезритель и прилежный ученик получит приз. Что для этого нужно сделать? Быть подписанными на нас в социальных сетях, смотреть нашу передачу на канале Башкортостан-24 и выполнять все домашние задания. А записи видео с домашними заданиями отправляйте на номер WhatsApp 8 927 304 50 05. Прежде чем перейти к новой теме, посмотрим видео, которое вы записали, выполняя домашнюю работу. Менің исемім Нугаева Зульфия. Тән, тело, баш, голова, сес, волосы, йөз, лицо, маңлай, лоб, қаш, бровь, кірпік, ресница, көз, глаз, танау, нос, ирен, губы, ауыз, рот, тіш, зуб, қол, рука, елке, плечо, тірхек, локоть, аяқ, нога, бармақ, палец, аяқ бармақтары, пальцы ног, буй, рост. Добрый день, меня зовут Люция Юлуева. Тән – тело, баш – голова, сәс – волосы, йөз – лицо, маңлай – лоб, қаш – бровь, кірпік – ресница, көз – глаз, танау – нос, ирен – губы, ауыз – рот, тіш – зуб, қол – рука, елка – плечо, тірхек – локоть, аяқ – нога, бармақ – палец, аяқ бармақтары, пальцы ног, буй, рост. Следующее домашнее задание у нас про части тела. Вначале повторю части тела, которые я выучила. Куз, танау, ауз, тыш, құлақ, сәс, бит, баш, кул, аяк. С помощью какого органа вы разговариваете? Ауз, естественно, это рот. Выберите лишнее слово. Куз, калак, ирен, бармак. Лишнее слово калак, это ложка. Выберите окончание множественного числа. Это лар, лэр, ой, тар, тер, тут варианты просто даны. Ну вот тар, тер пускай будет. Предположим, что мой друг пожаловался мне тышем аурта, хазлей. Это значит, у меня болит зуб. Куда ему идти? Естественно, ему идти к стоматологу. И перевести предложение. У меня в школе болит голова. Менем мектепте, менем башом аурта. Считаю вариант правильным. Предположим, мы встретили дедушку, которому стало плохо. Как узнать, что с ним происходит, как подойти к таким вопросам? Можно подойти вопросы: Алатай не булда, дедушка, что с вами случилось? Или Алатай не булда. Хайрлы күн, менің есімім Темирлан, я из Казахстана. С помощью какого органа вы разговариваете? Ауз. Выберите личное слово. Бармак. Выберите окончание множественного числа. Лар, лер, тар, тер, зер, зер, дар, дер. Ваш друг, пожалуйста, вам менің тишем хызлай. Куда ему нужно пойти? К стоматологу надо пойти. Переведите: у меня в школе болит голова. Мектепте менің башым аурата. Представим, что вы встретили дедушку, которому стало плохо. Как узнать, что с ним? Олатай неме булду? Олатай неме булду? Какой аффиксис нужно добавить, если вы хотите сказать, что у вас уши не болят? Менің құлақтарым ауырта май. Как много сегодня участников, это очень радует. Итак, тема сегодняшнего урока – кішінің тышқы кияфәті, внешний вид человека.
Сегодня мы с вами научимся описывать людей и их внешний вид. Вперед! Обычно мы описываем людей с помощью прилагательных, ведь прилагательное указывает на признак предмета. Ну так давайте попробуем научиться указывать признак предмета на башкирском языке. Для этого, как обычно, сначала нам нужно усвоить новую лексику. Итак, поехали. Внимательно слушаем и повторяем. Матур – красивый, ямхед – некрасивый, акыллы – умный, яңы – новый, ифке – старый, только по отношению вещей. Таза – чистый, бысрак – грязный, зур – большой, бәләкәй – кескәй – маленький, кызык – интересный, озон – длинный, кыска – короткий. И небольшой совет. Новые слова всегда старайтесь запоминать с привязкой к другим словам. Таким образом, вы сразу учитесь применять слово на практике, да и повторяете ранее изученную лексику. Поэтому для закрепления нашей новой лексики составим несколько предложений. Минең яңы күлдәгем бар. У меня есть новое платье. Минең әсәем матур. Моя мама красивая. Тимур кызык кеше. Тимур интересный человек. Минең кабинетом зур. Мой кабинет большой. Артур акыллы студент. Артур умный студент. Для подробного описания нашего друга, сестры или семьи прежде нам нужно рассмотреть личные местоимения, которые нужно вызубрить. Запомните их и сможете спокойно делать комплименты людям на башкирском языке. Хин матур, ты красивый, красиво. Или похвалить что-либо. Өфе матур кала, Уфа красивый город. Давайте вспомним с вами местоимения и научим говорить комплименты. Мин я, хин ты, ул он она, бев мы, хев вы, улар они. А теперь перейдем к описанию внешности человека по цвету глаз, волос и так далее. Для этого нужно уметь образовывать производные прилагательные с аффиксами л, ле. И на всякий случай вспомним лексику прошлого урока. Аффикс л, ле образует прилагательное со значением обладания определенного признака. Например, айгуль озон сәсле кыз. Айгуль – длинноволосая девушка. Попробуем описать внешность папы. Минең атай матур күзле, бәләкәй генә танаулы һәм зур куллы кеше. Перевод. Мой папа – человек с красивыми глазами, маленьким носом и с большими руками. По аналогии попробуйте составить пару подобных предложений о ком-то из родных или друзей. Вспоминаем части тела, семью как раз. Кстати, наш следующий урок будет посвящен цветам. Там-то и научимся говорить о том, какого цвета глаза или волосы. А сейчас домашнее задание. Попробуйте добавить подходящее прилагательное вот к этим словам. Кәүҙәле, башлы, сәсле, йөҙлө, керпекле, күҙле, танаулы, иренле, аяҡлы, буйлы. Например, озон керфекле. Итак, мы научились рассказывать о себе или о ком-то более конкретно, делать комплименты, образовывать прилагательные со значением определенного признака. Надеемся, все было понятно. Хау булығыҙ!